Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Мы, как обычно, собрали для вас самые важные события, происходящие вокруг Абхазии. Все, что актуально и интересно, касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В Москве в Крокус-Экспо состоялась ежегодная, самая авторитетная в России и странах СНГ международная туристическая выставка. В 27-й раз под аббревиатурой МИТ, что означает в переводе с английского «Московская международная выставка в сфере туризма и путешествий», собрались представители более 200 стран, представляющих туристическую отрасль. Среди них Малайзия, Мальдивы, Турция, Греция, Болгария, Черногория, Таиланд, Албания и другие страны. Каждая страна представила свой туристический стенд, презентующий курортные возможности и услуги в туристической сфере. В очередной раз в этом крупном и очень значимом для туристической области мероприятии принимает участие Абхазия. Делегацию нашей республики на этом представительном форуме возглавил министр туризма Теймураз Хишба. Несмотря на пандемию, к выставке большой интерес. Стенд Абхазии – один из самых больших и посещаемых стендов всей туристической выставки, сказал министр. Это, по его словам, прекрасная возможность продемонстрировать туристические преимущества республики и привлечь в Абхазию больше гостей. Конец цитаты. К слову о привлечении в республику гостей и туристов. По подсчетам специалистов Российского федерального агентства по туризму, этот год ожидается рекордным по количеству туристов в Абхазии. Планируется, что республику посетит около 1,5 миллиона человек. Именно такую цифру приводил на встрече с министром Теймуразом Хишба представитель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрий Давыденко. Более того, в ближайшее время должно пройти еще одно важное событие, целью которого также является сделать имидж Абхазии как туристической страны еще более привлекательным. И потому в мае планируется проведение туристического форума «Абхазия – страна души». О том, что еще важного случилось на туристической выставке в Москве и что из себя будет представлять форум в мае, мы хотим побеседовать с представителем Министерства туризма Абхазии Саидом Аршва. Саид, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о туристической выставке в Москве. Во-первых, который раз участвует Абхазия и что это за форум, кем он организуется? Туристическая выставка МИД-2021 проходила в Москве с 16 марта по 18. Абхазия участвовала в ней как независимое государство, то есть это международная туристическая выставка, и с 2016 года мы ежегодно принимаем в ней участие. Абхазия была представлена стендом консолидированным, который был разработан Министерством туризма, в который также были приглашены представители туротрасли Абхазии, там экскурсионные организации, транспортные компании, ательеры наши такие респектабельные максимально, которые можно было показать на международной арене, на выставке данной. Вот сама же выставка и организаторы, это лондонская компания Heavy Group, она с 1991 года существует и ведет деятельность данного, такого формата, то есть выставки международные, начиная от сельского хозяйства, кончая до инвестиционного потенциала стран, в которых и туристическая выставка, данная, на которой мы принимали участие, они проводят по всему миру. То есть это крупнейшая выставка в России, крупнейшая выставка в ближнем зарубежье и одна из крупнейших выставок в мире, считается вот данная выставка МИД. Так, помимо нас участвовали также и другие страны СНГ, в котором у нас вот делилось по залам. Мы были в третьем зале, то есть в нашем зале как раз были представлены страны СНГ, Россия и регионы. То есть там Беларусь была, Казахстан был, Абхазия. В соседнем зале, вот, учитывая пандемию коронавируса, в этом году количество стран было меньше, чем в предыдущие годы. Да. Там присутствовали Турция, Греция, Италия, тоже такие знаковые страны в мире туризма. То есть те направления, которые пользуются активным спросом от Российской Федерации. Но я думаю, что выставка это не только стенд, да, и вообще какое было внимание к стенду абхазскому, во-первых, а во-вторых, какие еще события важные там происходили для нашей туристической отрасли? По ходу выставки сами участники, которых мы пригласили, отметили, они как бы ежегодно участвовали, отметили большую активность, которая не сравнилась с предыдущими годами.
Там представлена была вот торгово-промышленная палата, совместно с нами ежегодно участвует. Она представляет продукцию Абхазии, которую мы имеем, чем богаты. То есть и помимо того, что ательеры представляют свои отели, там, маршруты экскурсионные, туроператоры, те направления, которые они продают на рынке российском, были представлены также и продукция, которую можно было бы продегустировать. И все это создавало максимально приятные условия для тех, кто подходил к нам и как бы интересовался Абхазией. И многие подходили? Многие подходили, многие вспоминали те дни, когда они здесь отдыхали, делились воспоминаниями теплыми. Многие, кто еще не был здесь, их привлек внимание наш стенд. Они приходили, расспрашивали, как добраться, где отдохнуть. И на все эти вопросы у нас, в принципе, был готов ответ. Там же находились те же туроператоры, те же гостиницы, в которых можно было остановиться. И как бы получали полную помощь и ответы на все вопросы, которые созревали по ходу встречи. Я думаю, что в рамках этого туристического форума были и встречи какие-то, может быть, состоялось подписание каких-то важных документов о сотрудничестве, что-то такое? Да, ну начнем с встреч, которые проходили. То есть к нам, к нашему стенду на второй день выставки подошла посол Никарагуа, она и приезжала в Абхазию, наш давний друг. Альба Торрес, она как бы поприветствовала, посидела с министром туризма, они обговорили. Ну, она поделилась впечатлениями об Абхазии, которые у нее возникли в ходе ее пребывания здесь, и также рассказала о том, как Никарагуа боролась с пандемией коронавируса, какие меры были предприняты. Через некоторое время, в тот же день, к нам подошли министр туризма Кубы, посол Кубы, и познакомились с нашим министром, обговаривали направления туризма, которые развиты в Кубе, какой опыт мы можем от них перенять. Вот, например, Куба, она не так давно, ну, относительно недавно, ввела такое понятие, как медицинский туризм. То, что мы сейчас вот с министерством пытаемся продвигать в Абхазии и привить как бы наши туротрасли. А что это такое? Медицинский туризм подразумевает собой как бы пребывание людей с целью оздоровления, как бы, и дальнейших медицинских услуг, которые можно получить. То есть на Кубе после введения медицинского туризма доходы от туротрасли выросли на 40 миллионов долларов. Если посчитать соотношение населения Кубы, 11 миллионов человек, к ежегодной прибыли от туризма, к ежегодному количеству туристов, которые приезжают, вот, за позапрошлый год там 4 миллиона человек посетило. И можно сказать, что мы максимально приближены и как бы в одинаковых условиях находимся. У них также большой сосед США под боком, у нас Россия. И рынки, можно сказать, имеют определенные параллели, где сходство. Как бы, и сходство. Вот. Ну, также наш министр напомнил министру Кубы то, что Фидель Кастро впервые, когда в СССР приезжал, посетил Абхазию вместе с Хрущевым, находились на даче государственной. Ну, были приятные воспоминания по ходу встречи. К стенду Абхазии также Зарина Дагузова подошла, это глава Ростуризма, такое впервые, как бы отмечу, что впервые председатель, то есть впервые глава Ростуризма подошла к нашему стенду, приветствовала министра, ознакомилась с нашей продукцией, угостилась медом и вином, я думаю, да, абхазским? Аджинджуха очень ей понравился. Очень интересно. Да, вот. После чего в тот же день, у нас очень насыщенный второй день был, было подписание с управлением по туризму, по развитию туризма Санкт-Петербурга меморандума о сотрудничестве между Министерством туризма Абхазии и Управлением туризма Санкт-Петербурга. Сам меморандум представляет собой документ, в котором заложен обмен опытом, обмен перспективными туристическими направлениями, турпотоками. Словом, 27-я международная выставка была очень плодотворной, да, для вас. Да. Но я хотела бы немного поговорить и о том, что нас ожидает в этом году, потому что лето не за горами. Уже сделали какие-то прогнозы, да, наверное, вы делаете прогнозы о том, сколько людей нас посетят. Как вы готовитесь вообще? Ну, в первую очередь, туристический рынок международный, он очень зависит от обстановки, которая окружает нас всех, та, что весь мир окружает. Мы не можем не замечать то, что 2020 год служил потрясением для всей туротрасли, и 2021 год, отголоски того потрясения, которое было в 2020 году, все-таки остаются и в этом году. Многие страны начали вводить ковид-паспорта, ну, так сказать, документы, которые
чтобы приехать в страну, надо заполнить обязательно. Вот, например, Китай и Израиль, они по этому документу имеют право заехать туда человек, только который привит их вакциной, или израильского разработки, или китайской. Турция, в свою очередь, тоже ввела такой паспорт, а Турция наш, можно сказать, на российском рынке основной конкурент. Она тоже ввела такой паспорт, и вот эта бюрократическая волокита, которая будет способствовать чуть усложнению, то есть и заполнению информации, и перемещению людей в Турции. С другой стороны, она привлечет людей сюда, правильно я понимаю? Да, вот это все привлечет. Можно сказать, у нас есть год форы на российском рынке в сравнении с нашими международными конкурентами. Вот учитывая все это и анализируя те цифры, то, что у нас есть, вот, например, Грицинский реликтовый национальный парк в этом году, например, посетило 43 тысячи человек. В прошлом году за тот же период, точнее позапрошлом, когда еще были люди, цифра составляла около 17 тысяч человек. Ну, уже видно да. в 2 раза как бы заинтересованность и прогресс, то есть налицо. И учитывая эту динамику, можно сказать, что в этом году, и учитывая ранние брони, то, что постепенно как бы, мы фиксируем в многих отелях, особенно в западной части, можно сказать, что мы перешагнем порог 1,5 миллиона человек. Да, И это существенно. да, многие туристы, хотелось бы также отметить то, что многие туристы впервые приедут в Абхазию, и поэтому очень важно то, как мы себя зарекомендуем перед ними. Если мы положительно зарекомендуем, если турбизнес, туристический наш рынок внутренний предстанет в полной красе максимально добродушными, то мы сможем добиться того, чтобы ежегодно к нам вот этот порог 1,5 миллиона был как бы перешагнули этот порог и как бы стабильное посещение Абхазии новыми Чтобы хотя бы туристами. стабильно миллион нас посещал. Да, стабильно каждый миллион год. и выше, да. Да, это, конечно, было бы здорово, но, кстати говоря, этому будет, наверное, способствовать тот туристический форум, который уже заявлен, да, Абхазия, страна души. Вот немного непонятно, где он будет проходить, что это будет за форум, кто будет в нем участвовать. Ну да, совместно с Общественной палатой при Ростуризме и издательским домом «Аргументы и факты» мы решили от Министерства туризма провести туристический форум, который будет проходить в Сухуми. Он будет проходить 3 дня. В нем будут принимать участие журналисты того же «Аргументы и факты» издательского дома. Отметить надо то, что это крупнейший издательский дом в Российской Федерации, то есть печатная газета, которая имеет аудиторию свыше 40 миллионов человек. И оттуда около 200 журналистов будут присланы сюда на проведение форума. То есть они будут смотреть Абхазию, как можно раскрыть ее потенциал, как можно донести о всех плюсах, о том, какая инфраструктура у нас, насколько возможно все это максимально с пользой преподнести для наших потенциальных клиентов. А где будет проходить форум? В городе Сухум будет проходить форум в середине мая. Мы будем очень внимательно за всем этим наблюдать и желаем вам успехов. Спасибо. О других новостях, которые стали заметными и интересными в мире на прошлой неделе. Оргкомитет летней Олимпиады в Токио выложил в сеть первые плейбуки Олимпиады, то есть некоторый свод правил и мер, которые будут действовать на японских Олимпийских играх, которые назначены на июль этого года. Напомним, что Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в прошлом году, но из-за разразившейся пандемии коронавируса были перенесены. И сейчас все похоже на то, что все-таки этим летом состязания спортсменов со всего мира в стране восходящего солнца так и состоятся. Но тут много «но». Во-первых, уже почти наверняка известно, что Олимпийские и Параолимпийские игры состоятся без присутствия на них иностранных болельщиков. Об этом на днях сообщили главные японские информагентства. Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Токио решили отказаться от приема зрителей из других стран. Тем, кто уже купил билеты, вернут их стоимость. Это около 600 тысяч билетов на Олимпиаду и 300 тысяч на Параолимпиаду, цитирует агентство Рейтер, главу оргкомитета игр. Для властей Японии такое решение – это компромисс, который позволяет все же без очередного переноса провести в Токио Олимпийские игры, но при этом надо будет пожертвовать приглашением иностранных болельщиков. Известно, что ранее предпринимались какие-то попытки все же дать хоть небольшую квоту на посещение игр иностранцами, но последнее заседание оргкомитета пришло к решению вернуть билеты всем иностранцам. Более того, до сих пор неизвестно, какое количество самих японцев смогут принять
олимпийские стадионы. Ситуация с COVID-19 все еще довольно сложная в стране, хоть чрезвычайное положение и отменено. В первых плейбуках Олимпиады, то есть сводах санитарных норм и правил для болельщиков и зрителей, уже отображено много любопытных моментов. Например, болельщикам не будет разрешено петь и скандировать на трибунах, но рекомендовано выражать поддержку аплодисментами. Каждый болельщик должен будет заполнить двухнедельный план намерений, в котором подробно должен расписать, куда он пойдет, какие игры будет посещать, а какие нет. Все это нужно для того, чтобы максимально избегать неоправданного скопления людей в закрытых помещениях. Пока неизвестно, какие требования будут предъявлены к аккредитованным журналистам и будут ли они вообще допущены на Олимпиаду. Что касается самих спортсменов, они тоже будут поставлены в довольно жесткие рамки. Например, скорее всего, не смогут наблюдать за теми соревнованиями, в которых сами не участвуют, а также при посещении Японии ровно 2 недели они не смогут ходить в общественные места, магазины, кафе, бары и другие подобные заведения. Многие наблюдатели уверены, что все это сигнализирует о том, что, скорее всего, и в этом году Олимпиада в Токио не состоится. Но в самой Японии настроены серьезно, и уже не раз от официальных лиц оргкомитета звучало, что отменять или переносить игры они не намерены, и они проведут их с соблюдением всех правил безопасности. Но будут ли Олимпийские игры при полупустых трибунах и без иностранных болельщиков столь же эффектным и интересным зрелищем? Вот это уже совсем другой вопрос. Другая новость, которая привлекла к себе внимание всего мира, это совместные усилия России и Китая по исследованию Луны. Так, две страны подписали меморандум о создании станции на Луне. Точнее, это будет международная научная лунная станция. Китай и Россия используют совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне, говорится в совместном заявлении стран. Запуск межпланетной автоматической станции Луна-25 намечен с космодрома Восточный в октябре этого года. Конечно, планы по освоению Луны через полвека после того, как на нее ступила нога человека, это событие мирового масштаба, и уже сейчас многие заговорили о так называемой лунной гонке, ведь планы по освоению спутника Земли уже озвучивали и другие страны, например, США, Япония и Евросоюз. В американской НАСА, например, еще в прошлом году разработали так называемые соглашения Артемиды, под которой подписались 8 других стран. Этот свод правил не был подписан Россией, основным партнером США по международной космической станции МКС, а также подвергся шквалу критики со стороны ученых, когда стало ясно, что США намерена, так сказать, осваивать ресурсы Луны вместе с Японией без совместного международного участия. Хотя известно, что ресурсы космоса не могут быть использованы какими-то отдельными странами. Так журнал Science опубликовал открытое письмо канадских ученых под тревожным заголовком «Политика США ставит под угрозу безопасное освоение космоса». Написали его два профессора университета Британской Колумбии, астроном Аарон Боули и политолог Майкл Байерс. Ученые выражали беспокойство, что космическая экспансия американцев, проводимая частными компаниями, может преследовать не столько научные, сколько бизнес-интересы, а это может привести к катастрофе. Также стоит напомнить, что, по словам экспертов, есть лишь один основополагающий международный документ, регулирующий деятельность человека на Луне, который признают все страны. Это договор о космосе, принятый на собрании Генеральной Ассамблеи ООН и вступивший в силу в 1967 году. Он далеко не совершенен, если верить тем же экспертам, но начинать освоение Луны стоит как раз с его усовершенствования, а не написания отдельных космических конституций, считают ученые. Такие вот космические игры. И это, пожалуй, все новости, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события. До новых встреч в эфире.